Эвенкийская группа программы «Гевен» не так давно побывала в Усьмайском районе. И одним из первых пунктов посещения стало село Кюпцы. Оно является центром проживания эвенков, которые в настоящее время возрождают свою национальную культуру. И, как обычно, в первую очередь мы посетили школу, которая носит имя прославленного земляка Ефрема Ильича Апросимова, известного ученого-космофизика. Несмотря на такое гордое название, школа в Кюпцах является большой проблемой, так как школы как таковой там нет, и дети учатся в разных приспособленных помещениях. Возможно, поэтому руководство школы не пожелало общаться с нами. И удалось поговорить только с советником директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями Агафьей Иннокентьевной Трапезниковой. Я учитель русского языка и литературы Кюпской средней общеобразовательной школы имени Ефрема Ильича Апросимова. В данной школе я работаю уже 9-й год. В 2011 году я закончила Кюпскую школу тоже, да, и поступила в Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова, да, Институт языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации, и стала филологом. В 2016 году я закончила университет и приехала работать в родную школу. С 2022 года я работаю по совместительству советником директора по воспитанию. Проводим мероприятия, так как у нас 2 смены, да, у нас зданий мало, чтобы провести мероприятия. И мы успеваем вот во время пересменки проводить мероприятия, да, линейки, классные часы. И самые большие мероприятия у нас День учителя, День народного единства мы проводили в прошлом году, танцы народов мира. В этом году провели конкурс национальной кухни народов мира. Все очень хорошо, активно приняли участие, и родители, и ученики, и учителя очень активно участвовали в этом конкурсе, да. Каждый класс представлял именно свой народ, который он выбрал. Дальше у нас крупные мероприятия – это Новый год. Естественно, сначала мы проводим детский утренник, а потом уже бал-маскарад для старших из среднего звена. Конкретно вот по патриотическому воспитанию что вы проводите? По патриотическому воспитанию у нас очень много акций есть. Корзина добра. Каждый год наши ученики ставят корзину в магазине, и там жители села, те, кто неравнодушен, участвуют в этой акции. И мы все собираем с магазинов, да, и собираем уже продуктовую корзину для детей войны. Такая акция у нас уже идет достаточно давно. Тимуровские работы тоже, да. Тимуровские работы мы помогаем, каждый класс помогает ветеранам войны, детям войны, там весеннее, осеннее время, да, помогают старшему поколению в уборке двора, там колят дрова, убирают снег, чистят снег, убираются дома. У нас такие старенькие люди тоже есть, да. По патриотическому воспитанию у нас еще действует акция «Посылка солдату». Обучающиеся Кюпской средней общеобразовательной школы приносят конфеты, печеньки, да. И мы это все собираем и отправляем нашим солдатам, которые служат в рядах армии, российской армии. В этом году мы собрали 3 посылки и отправили нашим выпускникам, которые сейчас служат в армии. Во всех всероссийских акциях там талисман добра, письмо солдату, добрые письма. Мы всегда участвуем. Именно месячник патриотического воспитания идет, да, с 1 февраля по 28 февраля. Да. И там мы проводим, вот в этом году к нам приезжал участник СВО во время отпуска, да, как раз в то время мы провели мероприятие.
встреча с участником СУВО. И он рассказал детям, как он служит, какие действия идут, да? Показал различные видео, да? Там оружие и так далее. Да? Детям очень понравилась эта встреча, да? Патриотических песен. С 1 по 11 класс дети участвовали, хор, получается, да? Пели в основном патриотические песни, да. Также у нас ежегодно проводятся смотры песней строя, да. И каждый год к нам вот приходят люди, участники СУВО, жюри, да, мужчины, которые служили в армии, да, были в рядах армии, да. И они вот приходят в форме, детям очень интересно, интересуются, да. Это настоящая медаль или нет, они спрашивают, да. Ага. И вот различные там классные часы провели, да. Вот. Самое масштабное у нас было это смотр песни из строя и вот вечер патриотической песни. Ну вот в этом году у нас один ребенок получил паспорт именно с обложкой уже «Движение первых» и значок, да. Тоже такое событие у него было, да. Сколько человек сегодня получилось? Паспорта в прошлом году получили 7 детей. Вместе с обложкой, вот именно со значком. Все очень радовались. Остальные уже тоже захотели вступить в рядах движения первых, да. А это только в движении первых выдают паспорта, так, да? Ага. Тем ребятам, которые именно вот, зарегистрировались в движении первых, да, на сайт. Вообще это движение первых что означает? Что нужно для этого сделать, чтобы вступить в эту группу? Ну, участвовать в различных акциях. Там очень много акций идет, да. Там и вот ребята вступают. Уже достаточно многое количество детей уже поступили в движение первых. Мне понравилось работать советником директора по воспитанию, да, там очень много времени проводишь с детьми, с родителями очень много работаешь, и это дает очень много новых впечатлений, дает возможность самореализоваться. Школа в Кюбцах не просто школа, а агрошкола со своим большим подсобным хозяйством. 27 октября 2023 года мы зашли в новый хатон. В хатоне у нас 15 коров. Отелилось, сейчас у нас отелились 3. Сегодня только вот с утра отелилась одна маленькая. Дети приходят, у нас животноводческий урок. Заходят, учатся, смотрят, как это самое приспосабливается. Летом у нас летний труд, работаем с работниками вместе, приходим, поят, кормят, доят, доить учатся. Вот. А так в основном пока вот новый хатон, поэтому мы стараемся все обновить. Еще у нас большое строительство будет, теплица зимняя для агрошколы. Хотим, чтобы наша школа кушала огурцы, помидоры, маленькие луковицы. Ну, что надо в столовой, что детям, витаминчики надо. Вот. А так, сейчас в данное время мы продаем молоко учителям, работникам нашим и населению. Школьные столовые используют тоже добавку к молоку. Для рациона тоже. Осенью мы для своих работников продаем мясо. А летом тоже. Во время СЭХа у нас традиция. Там внутренности, вот все, упаковочки. Скажите, а как дети вообще занимаются? Я их зову, приходят они, например, в 3 часа. Мы заходим, кормим телят, поят они. Там специально у нас есть установочка. Ходят, поят, сено дают. Угу. Вот. А летом была самые они специально у них халаты бывают, все тоже как положено. Ага. В лагере 5 человек, 5 детей ходят. Вот они 2 месяца мы работаем с ними, учатся, что и как. Но, как сказать, на летний труд у нас забито.
летний труд детьми, все забито. И в растениеводстве, и в животноводстве, и в сенокосной бригаде. Сами обработку делают молока, сметану, овощи сами. Вот. Картофель сажаем, тоже они сами делают, убирают, затаривают, все. И сдаем мы в школьной столовой все эти продукцию. Дети работают с удовольствием. В небольших селах общественная жизнь сосредоточена обычно в школах, о чем и говорит заведующая хозяйством школы, народный мастер Усмайского района Аида Егоровна Барухина. Я родилась и выросла в наследии Кюбце, проживаю с рождения. Здесь же вышла замуж, родила 2 детей, являюсь бабушкой 2 внуков. В данное время работаю в Кюбской агрошколе, где руководитель Генриетта Николаевна нас очень сплачивает, поддерживает как руководитель. И у нас при школе имеется кружок рукоделия. Руководителем является Апрасимова Яна Васильевна. Там занимаемся мы шитьем из бисера. Я сама с 2008 года занимаюсь шитьем из бересты. Шью берестяные посуды и провожу обработку бересты. Скажите, а это тяжело заниматься обработкой бересты, шить из нее? Да, тяжело, конечно. Это надо все делать традиционно, по старинке. Меня учили народные мастера. Рахлеева Мария Федотовна, Докторова Татьяна Петровна, народный мастер республики. Я являюсь их ученицей. И Ефимова Александра Николаевна. Ежегодно принимаю участие в республиканской выставке «Якутия мастеровая». Вот недавно тоже принимала участие. А наша агрошкола ежегодно принимает участие в районной выставке «Мир мастеров», где мы всей делегацией им представляем свои изделия. Каждый год весь коллектив делаем панно, которое вот приурачивается к знакам года республики и России. Аида Егоровна, вы говорите, что у вас кружок. Конкретно чему вы там обучаете девочек? С чего начинается работа? Ну, сейчас в данное время мы сильно так не занимаемся, потому что у нас нету школы. Все вот работаем в приспособленных зданиях. Нашу школу закрыли в связи с аварийностью. И дети учатся в 2 смены, поэтому мы с ними сильно вот так не занимаемся. Мы занимаемся во время каникул. Как вы их приобщаете вот, к национальной культуре? С национальных украшений начинаем, и венкийские украшения шьем, потому что наша школа ежегодно проводит национальный венкийский праздник Бакалдын. В этом году тоже у нас стоит в плане, и дети тоже у нас, получается, участвуют в этих районных выставках. Ну, вот Яна Птичковская у нас, республиканской выставки. В основном еще некоторые дети у нас вяжут крючком, тоже творчески занимаются. И у нас есть урок технологии, где тоже дети учатся вот шить, вязать, вышивать бисером. Иванова Вера Петровна их учит. Скажите, а вот шитью бересте тоже обучаете детей? Шитье бересте сейчас пока не обучаем, но в плане стоит вот в связи с тем, что у нас зданий нету. Вот тесно очень совсем. И дети учатся 2 смены. Вот когда будет у нас новая школа, мы планируем там уже проводить целые уроки, кружки полноценные. А вот то, что вот тут вот лежит красивые нагрудники, дербеке вот на голову одевать, разные сувениры, это кто сделал? Это у нас делает Апрасимова Яна Васильевна, Игасова Ирина Афанасьевна, доктора Наталья Петровна, Дичковская Генриетта Николаевна. Ну, у нас много таких швей. Они сами делают? Они сами делают. Адамова Ульяна Петровна. Мы занимаемся в кружке, сначала советуемся, потом кто кому помогает, рисует, подбор бисера делают. Потом уже занимаемся, ну, у кого время есть. Ага. А бисер где вы берете? В городе покупаем бисер. Ну, в основном чешский бисер. 10, 6 и 8 шьют. А вы сами, например,
Бисером шьете? Мгм. Что, Шью. Что любите шить? Я панно делаю. Карскал делаю, панно делаю. Агрошкола, да, Кюбская. Вот что в агрошколу входит? Какие направления? С чем дети вообще занимаются? Ну, у нас агрошкола имеет несколько направлений. Есть у нас мастера производственного обучения по животноводству, по растениеводству, по трактороведению. И летом у нас работают летние трудовые лагеря, сенокосная бригада, бригада растениеводов, животноводов, экологов, летняя детская площадка. И вот это вот то, что они зимой навыки берут, они летом это все переносят в работу. На В пользу, практике, да? на практике в пользу школы. Значит, получается, зимой у них как бы теоретические занятия, Да, а да. летом у них это все Практически. применяют на практике. Да, да. Ну и какие успехи летом? Урожай? Урожай у нас хороший бывает. Мы выращиваем картофель, помидор, огурцы, перец, свеклу, морковь. По окончании школы детям выдают свидетельства, которые вот имеют право они работать по животноводству, по растениеводству, а также по трактороведению и получить права на трактора. Вот раньше такое было. Но и сейчас у нас агрошкола план выполняет по сенокосу, по сдаче молока тоже мы вносим большой вклад в социально-экономическое развитие села. И также дети у нас пишут научно-практические работы по итогам экологических исследований, экологического лагеря, по итогам растениеводства, животноводства. И я считаю, что это очень хорошая программа для развития наших детей, хотя у нас условия не как у всех школ, но мы стараемся работать с детьми и привлекать их к труду. Все население Кюбцев живет одной большой мечтой – увидеть хорошую современную школу в своем селе. Сбудется ли она?